Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на месяц май. Давайте посмотрим, что ждет вас в этот прекрасный теплый весенний месяц. Какие перемены идут к вам по судьбе. Ну и как в целом поменяется ваша жизнь в мае. Загадайте на себя, пусть нужная и важная информация вас найдет, к вам придет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Такая от нее энергетика волнительная идет. Волнение, но волнение не беспокойство, а волнение как предвкушение чего-то прекрасного. И я уже понимаю чего. Здесь у меня люди обнимаются и целуются. У кого-то из вас отыграется как долгожданная встреча. Встретите того, кого с удовольствием обнимете и поцелуете. Кто в вашем сердце, кто в вашем уме, о ком очень сильно соскучились, так, в ком очень сильно нуждались. У кого-то идет информация о том, что люди наконец-таки смогут найти общий язык и смогут договориться и помириться. И будут теплые объятия, и будут поцелуи. Смотрите, это не обязательно про любовь, да, это может быть и про дружбу, и про родственные связи. Ну, у кого-то конкретно про любовь идет. Замечательный знак, он у вас в корне, и он открывает нам весь рисунок. Это самые позитивные, самые приятные и такие согревающие эмоции. Дальше показан хлеб и сахар. Сахар кусочками, знаете, как этот рафинад был, да, раньше. Не знаю, сейчас есть или нет, но продавался кусочками сахар. Хлеб и сахар — это замечательно. Хлеб — это еда. То есть у вас будет достаток, у вас будет все хорошо с едой, со средствами на покупку этой еды. Ну а сахар — это всегда про сладкую жизнь. В мае ваша жизнь станет сладенькой. Такой вот прям радостной, наполненной, интересной. Да? Это не просто что обычная еда. Сахар — это подсластитель. Вот будет сладко. В мае вам точно будет сладко. Прям тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, пусть так все и будет. Еще, мои хорошие, здесь у вас очень интересный знак. Знак того, что вы как будто бы как что-то топчете, либо почему-то топчетесь, либо вот землю притаптываете, да, своими ножками. Это знак того, что вы укрепите свои позиции, что вы утвердитесь в том, чего достигли, а достигнете вы многого. И в том, что вы для себя вот как площадку, да, выравниваете, чтобы не было каких-то перекосов. У кого-то вот так и идет, что тяжелый труд даст свой результат, и вы достигнете своей цели. И чтобы удержаться, да, в занятом положении, вы будете укреплять свои позиции. И у вас это будет получаться. Все, что будет сделано вами в мае, все пойдет на благо вам. Именно конкретно на благо вам. А судя по этим рисункам, я так понимаю, что у вас тут и борьба ждет, и сражение, и драка у кого-то. Может и не драка, да, но в переносном смысле, да, придется побороться за свое место под солнцем, либо за свою какую-то вот высоту, да, забраться на Олимп. Легко не будет, обманывать вас не стану, но с другой стороны я вижу, что вы готовы. Вы готовы действовать, вы готовы идти вперед и достигать. И вас невозможно напугать, либо вас невозможно остановить, переубедить. Все, вы знаете, чего вы хотите, и вы это точно получите. Дальше показывают, что вы себя каким-то красивым пером украсите. Буквально вот как в прическу, да, втыкаете это перо, именно как украшение используете. Перо вообще знак легкости. Да? Вот мне легко, мне хорошо, у меня легкая голова.
у меня все легко получается, у меня в жизни там полный штиль, да, наслаждение. Ну и также это перо может говорить о том, что вы как в чем-то прославитесь, либо какое-то достижение, и вы это достижение легко получите, и также будете демонстрировать свое достижение, да, себя своим достижением украсите. Многие, конечно, тут будут недовольны, но с другой стороны, я не вижу здесь какого-то отчаянного сопротивления, либо каких-то вот попыток это перо у вас забрать, да, вырвать у вас это перо. Может, потому что вы уже недосягаемы для тех, кто мог бы покушаться. Дальше, мои хорошие, вот показывают девушку. Девушка такая интересная, у нее как будто бы из юбки огромный крючок. И на этот крючок попадается такой сильный, красивый мужчина. Ну, не хочется, конечно, некрасивые слова говорить, да, вот типа там подцепила, либо поймала. Нет, нет, он сам к вам притянется. Вы настолько вот манкая, вы настолько желанная, что этот мужчина, он просто притянется. Вот где бы он ни был, где бы он там ни находился, чем бы он ни занимался, кто бы его ни окружал, он позабудет обо всем на свете и к вам притянется. Я вижу, что вы друг друга очень сильно очаруете, но, конечно, мужчина будет гораздо больше очарован, чем женщина мужчиной. И также вижу, что мужчина как будто бы небеса трясет для женщины, но что-то делает такое, знаете, из серии там невозможного, чего вы не ожидали. Может быть, он так пытается на вас произвести впечатление, а может быть, мужчина действительно способен трясти небеса и оттуда блага, да, сбивать для вас к вашим ножкам. Но таких мужчин, я так понимаю, что вы еще не встречали, либо в кругу ваших знакомых, вот таких крутых, сильных, способных нет. Да? Он прям первый, возможно, и единственный. Возможно, в будущем еще более крутые мужчины будут приходить. Но это уже время покажет. Но вот май именно удивит. Во-первых, удивит вас то, что такие мужчины существуют. А во-вторых, то, что этот мужчина, ну, ради вас вот прямо и в огонь, и в воду готов войти. Еще и небеса трясет. То есть, да, производит на вас такое впечатление, что аж кровь закипает. Скажете, вот это дает, вот это он крутой. Да он все может, да, какой-то полубог, да, может быть и не полу, может настоящий. Аполлон, да, например. Ну, я так понимаю, что у вас начало прекрасного, страстного романа. Очень все у вас интенсивно будет развиваться. И ну, у вас, как и времени, нет подумать, там, поразмышлять, там, подходит, не подходит, достойный, недостойный. Там как бы, в принципе, и так все будет понятно. Да? Мужчина крутой, вы красотка, да еще и умница. Ну, идеальная парочка, такая сладкая парочка. Но он у вас на крючке. Даже если вы этого не хотите, даже если вы таким не занимаетесь, да, то есть не пытаетесь кого-то привлечь, либо с кем-то познакомиться, вот это случится по судьбе. По судьбе еще с левой стороны, ну явно вы такого красавчика не ждали, либо такого крутого, либо в принципе, да, ничего не предпринимали специально, а оно так вот само собой получится. Так, еще показывают, что вы тоже с левой стороны, как будто бы у вас глаза на затылке. Я не знаю, как это объяснить, да, что у вас как две пары глаз. Одни впереди на лице, другие на затылке. Вы будете видеть то, чего раньше вообще в упор не замечали. И у кого-то еще отыграется, что вы видите то, чего другие не видят. Но это не диагноз, нет, не пугайтесь. Может быть, действительно видение откроется, ясное видение, допустим. Либо вот какой-то, знаете, как интуитивный канал, да, который будет вас вести. То есть можно смело сказать, что вы будете всегда там, где надо быть, и никогда не будете там, где не надо быть. Также вы вот как между строк читаете, да, вот человек прочитает и ничего не поймет, либо поймет как-то там, чуть-чуть совсем, да, ущербно как-то поймет, а вы прочитаете, и для вас прям целый мир открылся, да, вы все понимаете. И это здорово вам будет по жизни помогать.
но и станет причиной каких-то сплетен. Ну, допустим, вас начнут подозревать, что вы там, не знаю, колдовством занимаетесь, что вы ведьмочка, да. Ну, не может обычный человек попадать в хорошие места, но не попадать в плохие, да. Наперед все знать, предвидеть, предчувствовать и видеть то, чего другие не видят, да. И это использовать на благо себе. Да, будут шептаться, причем будут шептаться именно те, кто вас хорошо знает. Может, это и не сплетни, да, просто люди не могут понять то, что они не могут понять, они начинают побаиваться. Либо задаваться вопросом, а что это может быть, да, либо с чем это связано, что, может, радиация какая-то, может, еще что-то. Ну да, будет ощущение, что у вас еще и глаза на затылке. И это вам будет помогать, реально. Вы, главное, не бойтесь, знаете, что так и надо, да, пользуйтесь этим. Это ваша суперсила, да, это ваше преимущество. Это не наказание, наоборот, дар, да, поэтому пользуйтесь. У кого-то прям действительно ясновидение, а у кого-то прям гиперчувствительность, я бы так назвала. Ничего от вас не укроется. Дальше, мои хорошие, показывают очень красивого голубя, как будто бы он на крышу дома вашего садится. Но голубь такой огромный, да, причем с распахнутыми крыльями. Он гораздо больше, чем ваш дом. Какая-то особая благодать спустится на ваш дом. А может быть, это мир в доме, да, прекрасная атмосфера, тепла, дружбы, помощи, нежности, в конце-то концов. Может быть, какой-то квартирный вопрос решится, причем решится миром. Еще такие знаки очень часто указывают на примирение сторон. Допустим, если у вас там были ссоры, разбирательства, не знаю, суды, например, то есть это будет какое-то очень хорошее мировое соглашение. Может быть, ситуация была сложной и не было однозначного решения. Но стороны пойдут на то, чтобы помириться, договориться и как-то там честно поделиться, либо распределить. И это всех устроит. Как, знаете, эпоха мира начинается в вашей жизни. Мира и спокойствия. И еще, мои хорошие, показаны журавли. Тут 2 журавля, и они летят. Причем летят они справа налево. Для кого-то это поездка долгожданная, либо очень желанная, как исполнение мечты. Да? Вы поездка, это исполняете мечту. Но если вы поедете, то, скорее всего, не одна, не один, а в сопровождении кого-то. Может быть, вы пара, да, либо вы семья, и вы так мечтали об отдыхе, и тут у вас получится, и вы сможете и отдохнуть, и расслабиться, там, не знаю, родственников повидать, а может быть, в хороший какой-нибудь отель поедете, да, в другую страну. Ну, как мечты сбываются. У кого-то по этим журавлям, возможно, это и не поездка, но каких-то 2 мечты у вас точно исполнятся. Вопреки всему и вся, да, мечты ваши исполняются. Сердце показано в самой середине. Сердце как будто бы кровью накачивается. Видите, по сосудам кровь в сердце попадает, и сердце наполняется. Возможно, ваше сердце было травмировано, обескровлено. Возможно, какими-то бедами, проблемами, предательством, обманом. В принципе, да, какие-то были проблемы именно с сердцем, как с органом. Но видите, кровью наполняется, оживает, начинает стучать, начинает ровно биться, наполняется этой живительной кровью. И сердце, оно же прокачивает кровь, да, и сердце дальше распределяет кровь по всему телу. Хороший знак, очень хороший, особенно для людей, у кого были действительно очень серьезные сердечные переживания, либо боль, либо были проблемы с сердцем, как с органом. Вообще добрый знак. Дальше, рядом с вами вижу какого-то маленького медведя. Может, это медвежонок, может быть, это просто какой-то мини-медведь. Мини, такой прям маленький-маленький. Но, несмотря на то, что он маленький, это все-таки же медведь, да? Медведь — это грозная сила. Этот медведь, он как будто бы вас находит, он как будто бы к вам приходит. Возможно, как с кем-то подружитесь, либо кто-то захочет вам помогать, кто-то захочет вас защищать. Вы знаете, это хорошо.
Медведь маленький, но лапки у него очень длинные. Да? Маленький медведь на длинных лапках. Да? Это прям интересно. Но с другой стороны, возможно, прямое указание к тому, что те, с кем вы начнете взаимодействовать, кто начнет вам помогать именно в мае, надолго задержится в вашей жизни, да, и помощь будет долгой. Не на протяжении только лишь мая, но и на протяжении там, целого года, до конца года, может и того дольше. Хороший знак. Да, медведь небольшой, но тем не менее, все равно медведь, да, толк от него точно есть. Польза, смысл точно есть. Так, еще показывают большую такую гусыню, и она на кладку яиц садится. А яиц там прям очень много. Прям из-под нее, вернее, торчат. Это хороший знак. Все, что будет сделано в мае на работе, в бизнесе, для того, чтобы денежка приходила, все окупится. Причем окупится сторицей. Все, что вы вложите, все к вам вернется, причем в каком-то двойном, тройном размере. Поэтому работаем, вкладываемся, пашем. Ну и такое слово скажу, да. И знаете, что все вернется. Яйца вылупятся, да, будут новые уточки. И вы станете богатым человеком, реализованным, состоявшимся человеком. Хороший знак. Еще у вас руна Ера. Это урожай, получение урожая, сбор урожая, щедрость еще идет небес, да, по таким знакам. Но опять же, с левой стороны, то есть вы этого не ждете, вы на это не рассчитываете. Это будет таким приятным, замечательным дополнительным бонусом. Она, конечно, небольшая руна, но тем не менее. Что-то да придет, что-то да получите. Вот этот элемент неожиданности, он прям придает пикантности. Дальше у кого-то прям зашитый рот, показывают губы, ну, либо рот, да, очень сильно сжатый, как будто бы там ниткой, да, зашили. Кто-то закроет свой рот, кто-то перестанет либо помыкать вами, либо обвинять вас в чем-то, либо к вам, там, не знаю, приставать, какие-то грязные слова по поводу вас говорить. Да, вот рот закрыт, еще и зашит. Кто это сделал, я не знаю. Может, вы этого добьетесь, а может, сами высшие силы это сделают. Но то, что вышла такая информация, это прямо вот она перед вами. Дальше показывают мужчину. Мужчина очень здорово себя проявит. Не знаю, то ли на работе, то ли, допустим, в кругу друзей, родственников, просто каких-то людей. Мужчина, как звездочка, он становится популярным. И благодаря этой популярности у мужчины, не знаю, удочка в руках. Удочка, то есть вы свою популярность можете монетизировать, я так понимаю. Ну, удочка для чего? Для того, чтобы рыбу ловить. А рыба — это и есть деньги. То есть много людей о вас узнает. Либо в глазах людей вы такой прям герой, да, талантливый, героический человек. И вы можете это все монетизировать. Но если это на работе произойдет, то, наверное, точно будет повышение карьерное, да, либо повышение оплаты труда. Если в кругу каких-то людей, то люди будут вам открыты, да, все замечательно. Дальше. Чей-то ребенок будет устроен, причем устроен в какое-то классное место. От этого места дороги все вверх идут. То есть это, скорее всего, какие-то перспективы, да, и не одна, их много. Вы либо этого добьетесь для своего ребенка, ну либо так все вот по судьбе складывается, что ребенок попадет в хорошее место, будет устроен в хорошее место, допустим, там в хорошее учебное учреждение, в хороший вуз, к хорошему тренеру, либо в хороший спортивный клуб, там, либо какую-то секцию другую, да, попадет. Там все дороги ведут вверх, да, вот лучи уходят вверх, и там много возможностей, не одна точно. Но если для вас это была больная тема, либо вы очень переживали, то переживать вы точно не будете. Может, это даже, как, знаете, там путевка на лето в какой-то лагерь, да, хороший лагерь, не какой-то, а именно хороший.
Может, вы переживаете, что ребенок летом будет делать, там у вас работа, дела, там некому с ребенком будет. Ну вот хорошо устроите ребенка. Может, это ребенок уже и взросленький, да, тогда это какие-то спортивные моменты, либо учебные заведения, может быть, и курсы. Хороший знак. Еще вот справа какая-то странная ситуация, где вы от чего-то отказываетесь. И это что-то, оно такое тяжелое, липкое. И еще оно как-то вот стрелка вниз была. То есть тянуло вас вниз, скорее всего. Может, это какая-то работа, которая не приносила вам ни ума, ни толка, ни вдохновения, ни денег. Может быть, это какие-то обязанности, может быть, это какие-то обременения. Но вот что-то, что вы уже с последних сил на себе тащили, в чем вы прям перепачкались, да, потому что оно грязное. И то, что давно было пора выкинуть. Но вот в мае вы это сделаете. Кстати, очень часто еще так показывают какие-то негативные программы на человеке. Самосглаз и, может быть, даже какая-то порча. Но опять же, это общая отсыпка. Я не хочу обобщать. Да. На общих отсыпках про порчу говорить как-то, знаете, ну, наверное, некорректно. Ну, вот что бы это ни было, оно тащило вас вниз, и оно действительно портило вам жизнь, и вы от этого избавитесь. Кстати, может быть и болезнь какая-то. Вот мне сейчас идет информация, что могла быть какая-то болезнь, какое-то заболевание, и оно было тяжело вам, да, вам тяжело было с этим заболеванием, возможно, как исцеление, ремиссия, восстановление. Сбросите, вы себя сбросите. Так, еще какой-то ослик показан, маленький, но шустрый. У него очень длинный хвост, а на хвосте ослик несет стрелку вверх. Вот она, стрелка. Это, скорее всего, не работа, ну, как полноценная работа. Это может быть подработка. И также это может быть какая-то работа, не знаю, там part-time, да, день через день, там, день через два, через три, может, несколько часов всего лишь. А может быть, это ваше, кстати, хобби, да, то, что вы делаете в свободное время, но то, что вы сможете, например, выгодно продать, да, потому что все-таки ослик у нас что? Младший брат лошадки, да, стрелочка вверх. Больше этим будете заниматься, больше будете от этого выгоды иметь. Неважно, это материальная выгода, либо какая-то другая выгода. И потому что ослик очень шустрый, то есть вам и в радость будет эта работа, и как-то быстро у вас все будет получаться. Да? Это не какой-то там затяжной и нудный процесс. Наоборот, как-то быстро, легко и очень интересно. Но опять же, стрелку вверх поднимаете. Да? Хвост длинный, значит, вы этим будете не только в мае заниматься, либо на протяжении всего мая будете заниматься, и потом еще. Для вас это очень хорошо, благотворно влияет. Вообще влияет благотворно на вашу судьбу, потому что ослик у нас к линии жизни приближается. Дальше показывают какую-то русалку на берегу. Русалка на берегу. Но русалки — это обычно обманщицы, лживые дамочки, обманщицы. Те, кто лукавит постоянно, либо играют на чувствах, на эмоциях людей. Эта русалка, она лежит на берегу в каком-то таком беспомощном положении. И я так понимаю, что скоро это будет не русалка, а какая-то таранька. Да? Высохнет, и все, будет сухая рыба. Хорошо, что она на берегу, потому что другим это, во-первых, будет в науку, а в-третьих, от ее лукавства, я так понимаю, лжи очень много людей пострадало. Возможно, вы в том числе. Но вы пострадали по своей доброте. Да? Ну и теперь она на берегу. Никто не будет ей помогать. Там она и останется. Точно останется. Дальше показывают какого-то мужчину, он змею душит. Вот как-то, знаете, руками так схватил ее и душит. А змея, кстати, крупная, сопротивляется. И мужчина справится. Он точно справится. Тут, скорее всего, змея как-то неожиданно застанет этого мужчину. Но мужчина, да, не растеряется и схватит ее за шею. Хотя, наверное, у змеи нет шеи, да? Ну, ближе к голове.
И также, мои хорошие, возможно, у кого-то так отыграется, что мужчина вас от какой-то подлой и коварной женщины защитит, да, возьмет ее на себя. Ну вот станет между вами и ей. Может, какая-то змея пыталась вас там погубить, покусать, задушить. А мужчина вмешается и сам ее придушит, чтобы к вам не лезла. Ну, а если вы просто мужчина смотрите, то, скорее всего, какие-то, враг, да, скорее всего, враг, либо тот, кто хотел вам отомстить, вот вы схлестнетесь, и вы эту гадюку придушите, да, покажете, что не стоит к вам приставать, что вы будете за себя бороться и умеете себя защитить. Еще показывает какую-то очень маленькую лодочку, с которой все смеются, и вы в этой лодочке. Но смеются только лишь глупые. Да? Обычно кто хорошо смеется? Кто смеется последним? Вот пока они сидят на берегу и смеются с вашей маленькой лодочки, вы-то плывете и плывете к своему берегу. А эти люди сидят. А что они дальше будут? Ничего, плакать будут. А вы, главное, никого не слушайте, критики не верьте. Не воспринимайте критику и знайте, что будете хорошо смеяться, вот когда доплывете. А вы точно доплывете. Сама судьба вам велит плыть. Сама судьба вам помогает в этом плавании. Как будто бы, знаете, как кто-то подталкивает вашу лодочку, чтобы она быстрее до берега доплыла. То есть я так понимаю, что вы будете воплощать какие-то свои мечты. Глупые люди будут вас за это критиковать, либо посмеиваться, да? Но вы и мечты исполните, и берега достигнете, и хорошо посмеетесь. А эти все люди будут сидеть несчастные и слезы собирать. И кроме слез у них ничего не будет. Дальше, мои хорошие, какой-то новый вид заработка. Я не знаю, как это объяснить, но как будто бы вы вот чем-то таким занимаетесь, чем, во-первых, никогда не занимались. И вы в процессе занятия, вы это изучаете, познаете, и плюс еще в карманы себе складываете. Какой-то процесс показан. То ли вы что-то срываете, то ли вы что-то кого-то доите. Но нет, в карманы складываете, наверное, срываете. Я не могу понять, что это за заработок, я не могу понять, что это за дело. Может быть, что-то такое, чего я тоже не знаю, поэтому и понять не могу. Но вы это делаете, и делаете как-то быстро. Вот опять же, скорость показана. Может, вы думаете, да, как заработаю, пока никто не знает, да, потом все узнают, набегут, и будет конкуренция. А может быть, вы опять же, в каком-то таком состоянии, да, эмоциональном. Думаете, пока получается, буду брать, сколько смогу взять. Это интересно, это какой-то прям интересный вид заработка, и у вас получается, это ключевое, то, что у вас получается. Дальше, мои хорошие, показано, что меняется погода. Как будто бы, знаете, вот такая дождливая погода меняется на сухую, солнечную. Может, в прямом смысле слова, да, неожиданно резко поменяется погода. Было там дождливо, потом бац, и все, солнечно. Но обычно в гадании такой символ означает, что что-то будет происходить в политическом поле, в информационном поле. И очень часто говорит про перемены к лучшему. Да, потому что у вас все-таки не солнечное в дождливое превращается, переходит, а наоборот, дождливое в солнечное. Но опять же, вы разные, у каждого будет по-своему, но тем не менее, это прям ощутимо. Ощутимо, даже если вы там не интересуетесь такими вопросами, но тут обратите внимание, да, либо тут прям какое-то конкретное там следствие, последствия, да, влияние, следствие, последствия пойдут. В лучшую сторону, однозначно в лучшую. Для женщины идет какое-то размежевание с мужчиной, окончательное и бесповоротное. Женщина, которая либо долго не могла решиться, либо она и решилась, но сомневалась, да. Здесь мужчина, он не изменяет себе, к сожалению.
и проявит опять свои какие-то, ну, не самые выдающиеся, да, качества. И это будет как последняя капля для того, чтобы поставить эту завершающую точку. Что интересно, когда эта точка будет поставлена, у женщины просто гора с плеч. Женщина крылья обретает. Вот так вам будет хорошо, так вам будет легко. Может, вы боялись, что будет тяжело, но будет все ровно наоборот. А вот у мужчины, ну, у него там подгорает, да, потому что он верил, что женщина, она такая вот все будет забывать, прощать, на все закрывать глаза, что он может до бесконечности пользоваться ее добротой и милосердием. Ну, а теперь все подгорает, потому что женщина ни в какую-то, как говорит, все, это точка. Это точка, и не подходи. Дальше вижу, что у вас пятерки в тройки превращаются, причем пятерки разных размеров, разных калибров, да, превращаются в троечки. Пятерка — это конфликтная ситуация, это борьба, это конкуренция, это вообще вражда. А троечка — это как раз-таки наоборот, это дружба, это коммуникация, это общение, это поддержка, в конце концов. То ли время такое пришло, что все с друг другом там мирятся и начинают дружить, то ли вашими стараниями, да, вот есть люди, которые там рогом уперся, там будем воевать до конца, да, сильнейший победит. А есть люди, которые умные, да, которые могут к любому найти подход и понимают, что вражда — это всегда плохо, да, потому что кто враждует, тот силы теряет. И один, и другой человек, там, неважно, кто побеждает, кто проигрывает, все теряют во вражде. А в дружбе, наоборот, все обретают. То есть, возможно, вы своих там недоброжелателей и врагов в друзья обратите, да, благодаря своему уму, своим талантам, своим способностям. Но согласитесь, лучше тройки, чем пятерки. Вот у вас это получится. Может, так судьба решила, да? Может, и вы сами в шоке будете, как так вышло, да? Судьба решила, и так оно будет. Но это хороший, это очень хороший знак. Еще у вас показывают взрывающиеся какие-то петарды. Может, это какие-то новости взрывного характера. А у кого-то впрямую, да, какие-то фейерверки, праздники, события такие веселые, запоминающиеся, такие с огоньком. Ну, будет. Они, конечно, мелкие, но тем не менее будет. И еще показано, что какой-то человек работу найдет. Только я не могу понять, это вы, либо тот, кто важен для вас, за кого вы переживаете, например. Но вот показано, что человек найдет работу, а вернее, работа найдет его, ее. То есть, пока человек смотрит там куда-то влево, работа заходит со спины. Как будто бы, знаете, вот лошадка сама подходит и в спину толкает. Говорит, ну что, давай, пошли кататься. Давай, седлай меня, поехали. И я вам скажу, что работа такая интересная, а главное, лошадка толстенькая такая, знаете, прям кругленькая. То есть деньги будут платить, и деньги хорошие. Хорошие, понимаете, и сама найдет. Ну, если вам идет эта информация, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, да будет так. Уж держите эту лошадку покрепче, поверьте, с деньгами проблем не будет. А если к вашему какому-то родному, близкому человеку, ну, это тоже повод для радости. Конечно, согласитесь, бюджет ваш будет пополняться. Ну, правильно, что показали, что будет и хлеб, и сахар. Ну и слава богу, еще раз тьфу-тьфу-тьфу. Пусть лошадка придет ко всем, и чем она будет толще, тем лучше. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.